Ковенус бомба, честно говоря. Ну, вот это очень смешно, но нельзя. Если ты смеешься в лицо опасности, то можно пошутить и про судакских. Тут много судакских, просто я не хочу сейчас в кадре это делать. Заправка места для юмора? Да. Блин, давайте. Отче наш. У нас юмор должен граничить с патриотизмом. На моих стендапах главное, чтобы не плакали. Поэтому да. Я не помню, говорил, Да, нет, он то, что у обиделся. нас очень любят критиковать. Для комика, допустим, который начал вести свадьбы, это там крах юмористической карьеры. По стеклу и вот так делают. Это вы сейчас намекаете на что? На то, что крымские татары не способны прочитать глубокий интеллектуальный юмор? Самое ужасное — это объяснять свою шутку. Человек, который никогда в жизни не пил, не курил, ведет здоровый образ жизни, ни разу в жизни не пробовал алкоголь, как вы понимаете, все, что он делает по-трезвому. Иса Исмаилов. Здесь должны быть аплодисменты или так обойдемся? Я сам похлопаю. Человек, который никогда не покажет, что умнее гостей в несколько раз. За это честь и хвала. Ленора Абла Ильбер. Асан Усинов, 32 года, по гороскопу Дева, 2 детей, семейный. В общем, в лет 70 я стану старой девой. Все, отлично. Хорошо Я зашло. стану. Ну тогда давайте возвращаться в формат нашей программы. И Исабей, у меня вот сразу к вам 2 вопроса, потому что, ну что с ним? С ним все понятно, поэтому красота спасет мир. Мы с вами вдвоем справимся или нет? Ну, я думаю, вы бы даже сами справились. Но если мы будем рядышком вдвоем сидеть, да. Асан может только немного помешать. Ага, то есть он внесет определенный Да. хаос. Хорошо, тогда еще один вопрос. Я точно знаю, что у вас есть бомбезная шутка, которая точно изменит этот мир. Шутка про вьетнамки. Шутка про вьетнамки. Я предлагаю оставить эту шуточку, я ее все-таки сниму. Сделаю видео, обещаю, что я ее сниму, тем более после выхода в эфир этого интервью. Ждите, друзья. Интригу внесем. Почему в халпахе и без галстука? Ну, потому что наш народ привык, что если что-то смешное должно быть, то обязательно должно быть в колпаке. Или чтобы тебя воспринимали, то на голове должен быть колпак. Если ты делаешь что-то смешное, люди могут не посмеяться с этого, но если у тебя на голове колпак, скажут: Базамбала. Лайк, минимум лайк. Ну, Рахану, почему же вот рядом с вами сидит Асан, и вы ничего у него не спрашиваете? Тут, по-моему, очевидно, да? К судакским вопросов нет. Да, к судакским вопросов нет, это, во-первых. Во-вторых, он айсирезский, тут вообще есть вероятность, что мы родственники. А в-третьих, у него жена имени Мустафаева. Я люблю ансамбль «Хрым». Там не все, правда, судакские. Но вообще-то мы не поздоровались со зрителями, одетым из воздух, надо как-то это восполнить, поэтому... Селям алейкум, это проект «Миркес», и сегодня мы разговариваем вместе с нашими крымско-татарскими комиками. Салам алейкум. Ковенус бомба, честно говоря. Салям алейкум. Асанбей, мы тут с Исойбеем заговорили про красоту и про юмор в том числе, да, ну, начали с юмора. У нас очень много надежд на красоту, на юмор, надежд на то, что они спасут мир. Я так понимаю, что на истину и гуманность уже никто не надеется. Это наивное такое вот заблуждение, или же что-то может изменить и красота, и юмор? Да, может. Да, точно может. Юмор, как минимум, меняет восприятие разных ситуаций. Ну, если бы не юмор, я скажу со своей стороны, во многих моментах была бы просто депрессия какая-то, если бы не юмор, если бы не было той мышцы, грубо говоря. Да. Ну, мне кажется, даже, наверное, юмор больше спасет мир, чем красота, потому что не всегда красивый человек умеет шутить. Но в большинстве случаев некрасивые люди могут шутить хорошо. И когда душевная красота у человека преобладает над внешней, и он классно шутит, то его компания воспринимает гораздо ярче и всегда желанный гость, потому что он душа компании. Мне кажется, пространство для юмора очень сильно сузилось. Нет у вас такого ощущения, что вот в последнее время шутить становится все тяжелее? Да, есть юмор. Так тяжелее или есть? Ну, не то, что тяжелее.
Pek yaxshi yumor edi. У юмор нас это, Оксан. Pek yaxshi yumor edi. Да, ну, да нет, есть юмор. Он Но хатырнаховее чехи. тяжелее стало шутить. Меньше стало возможно шутить на разную тематику, на разные поводы. Потому что, ну, поводы все прекрасно знают, что не такие радужные, поэтому, соответственно, шутить стало как и внутренне нелегко, так и законодательно. Сложно. Да и вообще, скажем так, юмор у крымских татар – это такое сложное понятие, так как помимо того, что данная ситуация сама по себе, мировая ситуация, скажем, немного портит настроение, чтобы придумывать шутки, либо чтобы шутить, либо юморить где-то. Помимо этого и сами люди, которые являются людьми с нашего народа, они сами еще и всячески зажимают тех, кто пытается шутить. И из 10 людей, которые пытаются быть юмористами, по итогу могут остаться 2. Выживают не все. Выживают не все, и все благодаря тем людям, которые пишут негативные комментарии в постах, в тех юмористических зарисовках, которые пытаются делать шутники. Если не нравится что-то, можно, к примеру, пролистать. Но нет же, в данной ситуации человек считает себя обязанным написать, что это что это негодно, что это не подходит крымским татарам, что таким не должен быть крымско-татарский мужчина или крымско-татарская девушка. При этом абсолютно не соответствуя образу того человека, который должен писать эти комментарии. Это сейчас у вас обида говорит? Или 100%. обиженный? На самом деле не Обиженка. обида. Я уже научился абстрагироваться от таких комментариев и всегда делаю просто свое дело. Нравится кому-то, нет, я делаю это для себя в первую очередь. Делаю для себя, для своего кайфа, знаю, что близкие оценят, посмеются, остальные уже хотят, пусть воспринимают, не хотят. Ну вот такой вот Иса. Нравится, Любите смотрите. меня таким, какой Да. я есть. Да, да? ну, кстати, да, вот у Исы есть такая черта, я немножечко даже завидую белой завистью. У меня, потому что... На ну, вот слове мне нужно- «белый» у меня возникает смех. да. Это потому что я белый? Да. Просто, ну, у меня есть такая черта, вот мне нужно довести приближенно вот к идеалу, чтобы мне нравилось, допустим. Я никогда не выложу, если это смешно. Мне из 10 человек 9 скажут, что это окей, да, выкладывай, там, это смешно, выпускай. А у Исы нет такого. У Исы вот... Один человек скажет смешно, и я выложу. Да, Я может, такого. даже и без человека. Он просто выложит, и он не парится по поводу, что подумают, что скажут. Классно, классно. Не классно, ну, ничего страшного. Дальше В будет следующий классно. раз будет классно. Не Молодец. обязательно. Насколько вот, ну я так понимаю, что у вас главная площадка, где все происходит, весь юмор у нас происходит, это социальные сети. Да, известная социальная сеть. Да, и свадьбы. Вот насколько Да. это свадьба место для реализации комика? Ну, вот сейчас для меня, допустим, это единственное место, где можно пошутить. грубо Вообще говоря. юмор слышат на свадьбе? Да, вот внутренний, свадебный и приближенный вот к гостям, которые там. Но для этого ты, правда, должен знать гостей. Но в данной И никого не ситуации не обидеть. только гостей знать, но и гости на данный момент уже знают тех людей, кого они приглашают в качестве ведущего, либо в качестве музыкантов, либо шоу-программы на свое мероприятие. Вот, к примеру, если они хотят видеть Асана, значит, они знают, что человека надо слушать, и периодически в его тексте будет звучать шутка, которая может быть спрятана в тексте. Ее надо распознать и... Там нужно чуть-чуть людей подготовить. Для них ты в первую очередь там ведущий. А то, как ты там импровизируешь, либо в конкурсах шутишь, там, с гостями прикалываешься, к этому нужно их подготовить. Ты не можешь начать шутку, сказать шутку, а потом сказать «встречайте Келенкиев». И погнали. Ну и в целом люди, если брать 100% аудитории из 300 человек, да, ну рассмотрим классическую татарскую свадьбу, из 300 человек 80% людей не будут углубляться в
в недры какого-то юмора, им нужны будут банальные шутки, Самые а-ля там простые. колобок повесился, они с этого посмеются. А такие шутки, которые будут спрятаны в тексте, их могут распознать 20%. Это вы сейчас намекаете на что? На то, что крымские татары не способны прочитать глубокий интеллектуальный юмор? А или то, как? что когда человек пришли на кушает, свадьбу, да. они пришли на свадьбу повеселиться, они не будут углубляться в то, что делает человек, стоя со сцены. Но мы же пытаемся подготовить людей к тому, что вот я такой человек, я такая личность, и если 10 шуток банальных, то 2, к примеру, в общем 12 шуток, 2, к примеру, могут быть высокоинтеллектуальные, какие-то Пропорции, литературные, и в дальнейшем вот эта пропорция может там увеличиваться. 3, 9, 8, 4. И люди уже будут понимать, вот те 20%, которые пришли, у нас же очень много на самом деле умных людей, которые не светятся своим, там, не блистают своим разумом. Они вот сидят, тихонечко смотрят, неоднократно такое было, что они посмотрели, вся свадьба прошла, и вот когда уходили, они подходят в стороне лично. Вот человек полностью адекватен, он как пришел в начале свадьбы с ровным галстуком, который в конце уходит не здесь, он как пришел... аккуратно, опрятно выглядел, так и уходит. Не с 3 горячими блюдами в усах. А все четко он уходит и подходит, говорит: «Сагул кадам». Вот эту шутку я оценил, это было сильно. И ушел. Она была вообще сквозь, и не было расчета, что ее кто-то услышит. Айса приходит домой, ложится и долго смотрит в потолок, говорит: «Сагул сагам». День удался. Да. А когда эти шутки не слышат, я прихожу домой, сажусь на подоконник, беру какао, заворачиваюсь в Глаза плед, уже наполнились слезами. по стеклу и вот так делаю. Вот это вот соотношение банальности и интеллекта, насколько оно вот важно в нашем крымскотарском юморе? Вы сами начали это? Для комика, допустим, который начал вести свадьбы, это там крах юмористической карьеры. Ну, я так считаю. Если больше ничем не заниматься. Если больше ничем не заниматься, да, свадьбы убивают творчество. Это вот 100%. Для того, чтобы так не было, нужно заниматься чем-то, ну, юмором, если ты занимаешься юмором, отдельно от свадеб. Вы занимаетесь отдельно юмором? Потому что я не вижу ничего подобного. Да, нету ничего сейчас. Ну, мы... Пытаемся снимать Могу какие-то... приоткрыть завесу, да, мы занимались. Даже пробовали немножечко снимать, какие-то проекты были, что-то пишем, но, опять же, события, настроение, это все немножечко останавливает. У нас даже вот был проект, Иса был на технической вечеринке дважды, мы уже вот планировали запускать съемки, это был февраль прошлого года. Да, в марте планировали съемки, но он не вышел в свет, потому что он был только юмористический, а на этот момент, ну, посчитали нужным, что сейчас не до такого юмора. Немножечко. Ну, мне кажется, напрасно. Почему? Потому что место для юмора всегда должно быть. Это атмосфера здоровья и адекватности какой-то ситуации. Поэтому стартуйте. Но все равно же мы пытаемся сейчас можно делать. стартовать. Просто на тот момент это все было бы отзеркаливание от событий окружающих. И немножечко, мне кажется, был бы неудачный старт для проекта. Но то, что говорит Асан, это более глобальный проект. Это вот прям вот абсолютно другое от свадеб. Ну, в промежутках мы пытаемся что-то делать, снимать какие-то вайны, какие-то ролики для социальных сетей. Почему я спрашиваю? Потому что, ну, нету ничего у нас подобного. А да? надо То есть делать. у нас была площадка Храмдая Шасич, сегодня она тоже молчит, и поэтому... Надо делать. хочется. И чем больше будет проектов, площадок, ну, тем будет лучше. Если нет конкуренции, это еще, ну, это плохо. Нет, а у нас даже сейчас вот одного нету вот юмористического проекта, от которого бы там другие посмотрели и начали бы тоже делать. И у нас еще есть такая штука, когда вот он сделал, блин, я тоже хотел, но теперь не буду делать. Это вообще совершенно неправильно. Типа Или еще наоборот, хуже, делать это больше, когда... больше. И всем, кто хочет сделать, всем надо делать. И помогать друг другу. Да? Когда человек сделал что-то, я же говорю, еще хуже, когда ему начинают кидать критику, и большинство людей не тянут критику, они удаляют. Кто вас так обидел? Меня не обидели, у меня, посмотрите... Вы второй раз за время съемки говорите Мне про критику. обидно за тех людей, которые, к сожалению, из-за того, что их подавляют комментарии, они готовы удалить то, что создали. Из 100 человек 10 человек могут написать негативный комментарий.
даже не 10, 5. Но 95 человек посчитали, что это смешно. 95 положительных комментариев, что у человека, ну, братан, ха-ха, продолжай, огонечек, смайлик, что-то. Люди посчитали, что ты классный. Зачем удалять то, что ты залил? Вот по поводу 95,5, да, 95 против 5, вот эти вот конформизм, да, насколько он присущ вообще в юморе, да, насколько какие-то правила и приличия, какие-то правила и установки влияют на то вообще, как шутить можно, как нельзя. Ну, есть в первую очередь внутренний редактор. Просто, ну, когда ты начинаешь заниматься юмором, ты выкатываешь все, что у тебя в голове, ты борешься за это. Элементарная шутка для тебя кажется шуткой самой гениальной. Ты учишься. Ну, мы просто с Сой немножечко через это прошли в плане вот КВНовской школы. Совсем немножечко. Куча болезней, которые в наших медкнижках. Это Да, вот... и 12 лет счастья. да? 12 лет рабства, кстати, Да. можно и так сказать. 12 лет юмора. На разных играх, на разных площадках. Ну, мы успели покататься, успели посмотреть, успели поработать с разными авторскими группами, там и телевизионные проекты какие-то прошли. И внутренний редактор уже тебе подсказывает, что вот это смешно, вот это не смешно, вот это очень смешно, но нельзя, вот это не смешно, Скажу но нужно. дома перед пацанами, да? Скажу, да, элементарно, вот классно, когда ты можешь вот в кругу из 5-10 человек где-то на заправке сесть, пошутить. На заправке. Ну, где-то во дворе, скажем. Заправка место для юмора? Да. Ты в этом кругу можешь пошутить, и классно, если этот юмор будет смешной и не только вот среди этих 10 человек, а на большое Классно, количество когда еще и людей. пистолетчик заправляют. Даже реакция пистолетчика, она Ну, это показательна. Да, ну он сейчас сделал. Ну, для меня больше играет внутренний редактор. Мне важно, чтобы там... Ну, скажи о если главном родители- редакторе, как мы обычно редактировали. Внутренний редактор, мы обычно, когда говорим, это подразумевается шутка, которую сами пускаем, но она идет через какой фильтр? То, что мы можем сказать дома перед родителями? Перед родителями, если ты можешь сказать, и они хотя бы не поругают тебя или не покраснеют там, и ты можешь сказать друзьям или жене, она посмеется. Или выносят метрику и Нормально. говорят, ты больше Балам. не наш сын. Я отказываюсь Вот от тебя твои шутки, да. после такого. Хорошо, давайте про... Ваш котель мебзге. Да. Вообще у шутки есть возраст? Или шутить с возрастом можно? Сейчас двусмысленно получилось. У шутки есть возраст. Если эта шутка привязана вот конкретно к теме, которая сейчас, она, допустим, через 5 лет эта тема вот уйдет. Ну, какой пример? Я не знаю. Пример Вот бородатой что- шутки из Собей. Что Да. появляется... Ну, вот Китайская попыт, молния допустим. на турецких джинсах спасла женщину от изнасилования. Этой шутки вот много Да. лет, да, и поэтому она не смешная. А на момент ее придумывания были популярны в Крыму турецкие джинсы, на которых всегда не работали молнии. Они были китайские. Ну, суть понятна. Это Да. как с вьетнамками. Вот это, кстати, Да, самое вьетнамки, плохое. она вот, кстати, ждите, друзья. То, что я сейчас сделал, вьетнамки кстати, ждите. самое плохое. Да? Да, это, самое ужасное – это объяснять свою шутку. Марк Твен. А вы, Упали. вот немногие люди знают, что вообще я обычно прихожу в гости и почему-то считают, вот поставим ему что-то вкусное из морепродуктов, и он точно кайфанет, вот этот человек. И поэтому пытаются как-то удивить, а я вот морепродукты вообще не ем. Из морепродуктов я ем только пахлаву и трубочки. Видишь, это вот шутка. Судакским у которой- зашла, да? Да, это шутка, у которой нет возраста. Это была моя самая первая шутка, которая придумана была в рамках КВН. Это вот тот вид шутки, которая вот не имеет возраста. Не Как я зашел? бородатая. У нас был такой придуманный, помнишь, где приехали забирать невесту, и Харбаба, ладно, уже пора ехать, Харбаба, на вторую сторону. И Харбаба, ладно, аминь, и жениху. Оху. Он такой, бульмим, раз, на свидетеля, он такой, бульмим, и раз на следующего, не По знаю. кругу пошел. И не то, что по кругу, оно вот в комнате все, кто, друзья жениха, кто с ним приехал, не знаю, и цепочка вот все из дома выходит во двор, кто у машины ждет, и плавненько цепочка бульмим, и сосед в гараже ковыряется, машину чинит, и к нему уже. Он такой, блин, давайте, отче наш, и вся цепочка возвращается к Харва, аминь. Шутки с таким региональным характером.
Всегда Есть ли классные. разница? Есть ли разница? Мы тут начинали с того вот про судакских. То есть, про судакских, я не знаю, шутить опасно или не опасно. Если восхвалять, не опасно. Да, если ты смеешься в лицо опасности, то можно пошутить и про судакских, в принципе. Чего не пошутить? Ну, как можно шутить в Ялте и как нельзя шутить, я не знаю, в Керчи? Я могу сказать, как можно пошутить в Судаке. Можно пошутить на тему диалекта, и мне кажется, это будет смешно. Потому что все знают судакский диалект. Не все, вот он точно не знает. Он дважды приезжал в Судак, дважды вел мероприятие и дважды к женщинам обращался та-та. Это же Я не Судак. помню, я говорил, что я смеюсь в лицо опасности. Всегда есть место образованию, всегда есть куда развиваться. В Судаке ты можешь пошутить там шорва-шорба, грубо говоря, как эти диалекты. Ты можешь пошутить на какие-то судакские темы. Какие судакские темы? Море, пляж, сезон. Но это ты можешь пошутить и в Ялте, море, пляж, сезон. Просто в Ялте, в Судаке для меня... Просто в Ялте ты должен будешь пошутить на русском. Ну да, и тоже Да, в есть Судаке такое. ты скажешь на татарском и поймут. И тебя поймут. Да, в Ялте, к сожалению, мы ни в коем случае не говорим, что в Ялте не знают татарский язык. Просто по знанию языка судак гораздо преобладает относительно Ялты. Хотя в Ялте тоже очень много людей, которые красиво разговаривают на крымском Это вы сейчас для того, чтобы не потерять клиентов. из Это я Ялты. для того, чтобы меня в Ялте не убили. потом. Понятно. Что еще из традиций может быть вот таким вот Темой для смешным? шуток? Да, да. Так, келин кавесы, может быть, какие-то... А у нас стройка уже стала традицией или нет еще? Стройка — это просто жизнь, это не традиция, это наша вся жизнь. Флаг такой, да, который мы несем. Да. Ну, вот для меня очень смешна всегда тема стройки, причем не та, вот, как сказать, она всегда всегда меняется, эта тема стройки. И вот всегда Стройка, почему-то... огород, теплица, самса – это вообще в целом для крымских татар уже такие шутки, которые вот как Избитые, в КВН, допустим. как шутка про аптеку, случай в аптеке. Я имею в виду, что и про аптеку бывает смешно, но Пару лет назад про аптеку было не смешно. все равно шутили. Шутили? И какие-то изящные ходы, изящные шутки, они все равно вызывали, улыбку у человека, если ему не надо было в аптеку. При условии, да, если не надо. Давайте поговорим про какие-то новые площадки. Мы, в принципе, уже затронули эту тему про площадки. Вот эти вот стендапы, да, я так, когда есть время и настроение, периодически там смотрю что-то, да. листаю в интернете. Вы какие попадается. смотрите? Зарубежные, с переводом? То, что вы мне скидывали, я не смотрю. Вот эти ваши прожарки, жестокие юморы, нет, это не мой стиль. Я вам скину какой-нибудь добрый стендап. Добрый стендап. Скинь про фильм семью. «Чебурашка». Кайфанете. Лучше «Аватар 2» посмотреть. Про В «Чебурашке», правда, все за уши притянуто, да? там? У нас нету площадки для стендапа, к сожалению. Да, точнее, у нас есть, но не для нашего стендапа. Вот, опять же, возвращаясь назад, много с парнями писали, и своей авторской группой, вот своей командами работали, и в стендапах участвовали. Изначально, сотни когда лет назад. зарождался стендап в Крыму, Мы ты пробовали, скажи, кстати, его, мы да. его как бы открывали, первооткрыватели были здесь. это когда? Это какой Это год? 2014 Не, или это раньше, 15? да. Не раньше, там 14-15 год это был уже. В 2014 году вы вообще открывали площадку для стендапа? Представьте. Вы сумасшедшие люди. Да, мы сумасшедшие. Что хочу сказать. У нас немножечко юмор здесь и сейчас, он для всего Крыма не подходит. Во-первых, у нас очень маленькая юмористическая комьюнити. Очень маленькая. Потому что мы не шутим. Комьюнити недр балам. Да, и вот нам приходится, как сказать, ты не можешь прийти в кафе в центр города, где сидят все гости, любая публика, прийти на открытый микрофон и шутить на свои темы. Потому что мы немножечко так
Обособленные. Да, обособлены, и поэтому нам нужна своя площадка. Поэтому я говорю, что своей площадки для стендапа у нас нет. Хотя стендап, я знаю, что пишется, там многие ребята там пробуют, не участвуют. озвучивается, все в не стол. Все в стол, да, совершенно верно. Как и там фильмы, сериалы и все проекты, все пока в стол. Не знаю, это ждет... Ну, так надо попробовать, надо уже дать какой-то продукт, пусть он будет не идеальный, но хоть попробовать себя в этом. Я просто, почему у меня сейчас это болезненная тема, недавно у меня свой стендап был тут в одном этноресторане. Да, на моих стендапах, правда, никто не смеется, но на моих стендапах главное, чтобы не плакали. Поэтому, да, надо пробовать, надо как бы запускать, Главное, потому что чтобы не после хватает. стендапов не забирали. Стендап, да, это не всегда юмор, это мысль. Ну, главное, что это мысль. И еще, знаете, какой еще момент есть? Стендап, он же про честность, про искренность, про себя. Правильно? А сколько ты пошутишь про обобщенные темы? Сколько ты пошутишь там про... Про секс точно не пошутишь. Половина стендапа на сексе построена. Вот это, Хотя к у нас, у сожалению. крымских татар никто Секса им не нет. занимается. Да, нету. Не, у нас только Дор безных стройка. ударов. Не знаю как. Это значит, что мы не ходим в случае в аптеке. Я что хочу сказать. Я посмотрю один стендап про обобщенные темы, второй посмотрю, но дальше от этого человека мне не будет интересно шутки, которые он рассказывает про то, что он не знает, допустим. Вот я знаю Ису, я знаю, что он ведет свадьбы, я знаю, что он холост, у него магазин одежды. Мне будет интересно искренность, как он там открывает, 18 открыл свой магазин, а 18:40 обанкротился. Там мне интересно будет, как он вел свадьбу и там быстренько бежал с нее, какие случаи у него были. Мне интересно будет про него, про честность, про его мысли, про его мнение. Мне не будет интересно, если Иса будет шутить про тему детей. А почему? Потому что про у него тему их нет. своих детей, потому что у меня их нет. Но я могу шутить про твоих детей. Ты можешь шутить про моих детей. Я да. на них и Он хайпую может, иногда. да? Я иногда на них и хайпую. Про детей я могу шутить. Дети, это, во-первых, это те люди, которые меня сейчас больше всего разрывают. Смешат. Это те люди, которые... Да. Ты же поэтому сидишь, той стороной Да. сейчас. Они с утра ему висок побрили. Меня с утра отвлекли дети, я сбрил себе эту сторону. Прекрасные дети, да. И мне будет и комфортнее, и понятнее шутить про мои, допустим, темы. Короче, стендап – это про искренность и про, такое приоткрытие дверей, да, приглашение к себе. К себе домой, да. Это как И мне самоирония. хочется- У человека слушайте, должна мы же быть бешеная гостеприимные, самоирония. мы Мы очень гостеприимные, Да. поэтому это сделать вообще очень просто. Просто нужно набрать группу людей, чуть-чуть отредактироваться, самоотредактироваться, просто это сделать нужно. Собрать людей в какой-то кафешке, объявить стендап, пусть придет туда 50 человек, но из 50 потом посоветуют 20, придет 70, придет там чуть больше людей, но этого никто не делает пока. Сделайте кто-нибудь, если надо, мы поможем, честно. Да, но не деньгами. И примем участие. Кстати, еще финансовая сторона. А если ты хочешь сделать качественно, то нужно делать дорого-богато, грубо говоря, чтобы это могло конкурировать с другими уже более известными проектами. В погоне за перфекционизмом вы так ничего и не сделаете. Я знаю, к сожалению. Это моя проблема. Мне нужен такой человек, как Иса, чтобы... Ему мне все нужен равно Иса. как, лишь бы было. Да, лишь бы было. Он мне сколько раз говорил, давай выпускай, давай что-то делай. На самом деле там очень смешные вещи уже готовы у Асана, но он почему их не выкладывает, непонятно. Потому что ему надо стопроцентный эффект, чтобы он довел до идеала, до перфекта и закинул. Еще, пока мысль не потерялась, хочу сказать, что относительно стендапов или относительно шуток здесь должна быть честность и открытость, а наш народ, к сожалению, это не обида во мне говорит, это говорит о том, что... Я не помню, говорил, Да, нет, то, что у нас очень любят критиковать. Да, он обиделся. Человек, если вышел и читает какой-то стендап, периодически он может говорить о тех ситуациях, где он выглядел нелепо. К примеру, где-то он... Да вы что, это же Аибщей. Да. И потом он сказал, где-то меня пропучило, и там я наклонился, и так получилось, что мой это уже организм, ниже мой пояса. внутренний мир учуяли все. И все. Где бы он ни появился... уже, Османоглу, Осрах, который, это. И все ему будут тыкать, не смеяться,
ты классно пошутил, машалла, вот там классно. Нет, ему будут говорить, вот его запомнят Лага по одной бахаладжах, шутке, да. то, что «Аепщей», Да-да-да, и будут лагап говорить... раньше давали. Да, Приклеится. лагап, и он будет все. А вот этот Осман Ногло, Осрак, вот так будут говорить. И будут родителям говорить, а ты знаешь... Судакским ветром повеяло. И потом будут говорить, а вот ты знаешь, что твой баланг вот так вот сказал? И будут идти родителям и говорить, а ты знаешь, что твой баланг Тема вот так? актуальная для судака. Ты в ответе за всех своих предков по сегодняшний день. Да-да-да. Если у всегда. китайцев есть такая шутка, ты в ответе за тех, кого приручил, то здесь ты в ответе за то, что ты Как пошутил. да. Или за тех, за Но за нам то, надо что не быть приручил. чуть раскованнее. Нам Да? надо понимать, что мы же такие, мы же не строим из себя каких-то там суперлюдей, идеальных людей. Так нет, мы же все время строим суперлюдей. к У нас сожалению, суперидеальная семья, нужно у просто- нас суперидеальный народ, у нас Да, суперидеальное и все. выключается... Камера, свет, и всё, да. Да, и идем мы есть обычный суп. Вот вы спросили, почему нет стендапа. Вот поэтому нет Вот стендапа. поэтому нет. Потому что странно говорить на такие вещи. То есть надо всегда сохранять вот эту вот иллюзию идеальности. Да, к сожалению. Но нет таких вещей. Юмор это же высмеивание. Мне очень нравится юмор, допустим, сарказм мне очень нравится. Ну, до сарказма еще дожить надо. Это вот прям вот пик. А мы сейчас, вот, грубо говоря, от сарказма 4 ступенечки где-то внизу. У нас юмор должен граничить с патриотизмом, чтобы тебя не осудили, и ты был крутой. Вот, чтобы нравиться всем, Юмор должен быть патриотическим. чтобы нравиться всем крымским татарам, в конце шутки ты должен достать байрак. Возможно, нравится всем крымским татарам. Нет, невозможно. Да и не надо, наверное. Я вот, к примеру, мужчинам Каждый найдет крымским свою татарам не аудиторию. хочу нравиться. Мы люди, которые зависимы от реакции человека. Очень Мы видим, хочется, что он да. сидит. Так, что же сделать? Надо покривляться. Нет, кривлянием не берет. Надо скаламбурить. Каламбур не берет. Надо глубокая шутка. Раз народ среагировал, ты думаешь, да, я поймал их. И кто- Мы будешь- зависимы, да, от этого. Это наркотик. Это Всё. наш наркотик. Но мы не виноваты в этом. Мы это приобрели на сцене. Мы потому что на заразили. КВНовской сцене, да, если Вирус. не смешно, все, ты вылетаешь с игры. Ты должен был всегда шутить. Мы потому что играли в эту игру. Мы выступали на сцене, где ты должен только шутить. Тебе не нужно объявить там артиста, тебе не нужно провести конкурс, а тебя ждут только шуток. Тебя объявляют. Юмористический коллектив, встречайте. Ты даже объявить должен шуткой. И самый страх, это фобия какая-то была, это страх тишины. И вот он у нас сохранился по сей день там, где он уже и не нужен, как бы тебе не нужно, чтобы посмеялись на то, как ты объявил там, встречайте, Жениха с невестой. жених невесты. Мы выступали- Но все равно не нравится, Ну, когда тебя они не аж слушают. аплодируют все Если равно. выступал 5 минут, и на протяжении 5 минут ты выступаешь, и где-то минута нету шуток, нету реакции зала, то там, прям может это ломаться крах. внутренний человек, который стоит на сцене. Там разные ситуации бывают. Там бывает сидеют, бывает лысеют люди. Минута шутка. Бывает, да, бледный становится, перестает подача у человека. Он вроде как «эй!» уверенный был, а тут «эй!». А кто легализирует у нас юмор? Вот сидит какая-то большая компания. Боб Марли? Есть кто-то... Сидит Джанкой. Джанкой рулит опять. Сидит вот и большая местная компания, тематика. и вот все там, если один засмеялся, вот значит можно смеяться. Есть такая история у нас, нет? Но в компаниях есть, возможно, такое, что один раз такое было. мы с Асаном, если где-то присутствуем, сидим, и все, что мы говорим, обычно не смешно, пацаны. Или начинают смеяться, или смотрят, к примеру, на реакцию Асана после того, как я что-то ляпну, или он, или на мою реакцию смотрят, если я начал смеяться, и некоторые люди думают, возможно, я тупой, и надо сейчас посмеяться, и начинают смеяться. Но с если этого. сильно смешно, ты не удержишь. Ты не можешь... Ой, директор не смеется, не буду тоже смеяться. Ой, директор смеется с какой-то фигни. Давайте поддержим Но иногда же директора. бывает, что люди Я, знаешь, смеются что с того, что вспомнил? они понимают. Мы были на каком-то мероприятии, ты сейчас вспомнишь. Идет мероприятие, мы тогда выступали КВНщиками. Ведущий, мы были сильно молодые. Ведущий говорит, сейчас ваш выход, один тост. И встает дядька. А сейчас хочу поднять тост за тех людей, которых сейчас с нами нет, за Погибших, за умерших. погибших, умерших. Минута молчания там что-то. Была, не помню. Выпили. А теперь встречайте.
Команда КВН, люди Т. Та-да-та-та-та. Хорошая подводка, да? Да. И вот это был крах, это просто 15 минут, вот просто в никуда, в тишину. Это был стресс. А Мы как будто выступали для тех, кого нет. мы сами были такими. За нас надо было в этот момент тост поднимать. Это вот время ужасных корпоративов еще студенческих лет. Ну, а было такое, что мы просто на сцене начинали смеяться, начинали один номер по 3, по 4 раза показывать. Люди сами в зале ловили смех. Шутки про родину вообще возможны, нет? Да, конечно. Ну, где они про родину? Эти какую? шутки ваши. Про какую? Смотря какую родину. Да, Где про родился, нашу. там и пригодился. Если про нашу родину, да, конечно, возможно. Но просто про Крым. Ну, не Или просто про про Крым, Крым как про родина. родину. Ну, я не знаю, там сейчас Ну, это очень конечно, актуально. есть же, Сейчас кто-то уезжает, кто-то старый приезжает. анекдот. Я не знаю, шутки про казахстанские степи, про ирландские зеленые Мне кажется, бугры. еще чуть-чуть время должно пройти, и люди сами, которые уехали, которые Сами приехали, начнут и шутить. сами начнут шутить. Какой-то процент людей все будет- равно будет будет шутиться. смеяться над этими шутками, а какой-то процент сейчас скажет, что это не смешно, но через год, увидев эту шутку, он с нее посмеется. Ну, уже Просто начинает степень заходить. восприятия человека Да. данной шутки, в зависимости от мировой ситуации, это вот очень имеет значение большое. Некоторые люди сильно восприимчивы, и вот Болезненно, если в воспринимать. этой ситуации, как ты можешь про такое шутить? Если это вот его как-то касается. Но если это его не касается, совершенно не касается, это происходит где-то там в Аляске, то он будет, да, это смешно. Но когда это как-то может его чуть-чуть Задеть черкануть, эмоционально. Вот у нас оставить есть на нем такое, да, черкаш. чуть-чуть, если задел. Зачем ты меня смешишь? Если задевает, сильно, значит, не смешно для этого человека. Просто, я уже пробовал. Про Казахстан да. или про Ирландию? У меня, знаете, вот есть же стандартный вопрос из Узбекистана откуда? Вот я раньше так прикалывался, там на конкурсе знакомишься, когда с людьми. Я вот чисто ради прикола говорил, там, как вас зовут и откуда из Узбекистана. Все люди, смеялись, я говорю, ладно, шучу, просто как зовут. У меня, кстати, так 2 взрослых вышли, один сказал Ташкент, они заобщались и ушли с конкурса. Просто пошли там общаться, мне это так посмешило. Сейчас, ты между можешь прочим, уже просто выйти и второй сказать, родился, да, у них? вот, допустим, маленькая свадьба, там 50 человек, все знают, что жених там недавно прилетел из Казахстана, там все нормально, все уже пошутили по 300 раз, и ты тоже можешь так вызвать на конкурс, как зовут из Казахстана, откуда, допустим. Все посмеются. Все, лайтовая шуточка, ничего тут Халайсон, можно сказать. Халайсон, да, там. Или еще что-то. С Турции что привез? Вот эти вот сейчас, вот эта вся история про уезды, отъезды и так далее, она, не знаю, для меня это такая большая новость, когда никахи совершаются по онлайну, то есть вот виртуально. Вот, это 21 как-то век. зайдет вообще в историю шуток, Вы знаете, в историю крымстарского юмора? Мне кажется, никях, он может быть еще онлайн совершен. Главное, чтобы мы после никяха вот эти брачные ночи там тоже в этом не делали. Сунет, чтобы онлайн не совершался, да? Онлайн сунет. Да, здесь Сунет Чи сидит и чуть левее. Не так. Ладно, у меня А вторая теперь, линия. теперь идите за дом, возьмите лопату. Черный юмор. Кстати, черный юмор у крымских это татар. вот наше прям. Прям наш? Это больше мое. Где можно остановиться, где нельзя остановиться в шутке? Да в черном юморе это в зависимости от компании, для которой ты шутишь. Я, к примеру, иногда не могу остановиться. И мне говорят, ты очень, по-черному там шутишь. Но я считаю, что в зависимости от того, как мы это подаем и как мы это воспринимаем, можно и шутить. Я же, если это говорю, там, шучу черный юмор вот в этой компании, что я говорю, это нельзя воспринимать всерьез. Это шутка, она неосязаема. Это зависит от людей, она которые неосязаема, вокруг. ее либо смешно, либо не смешно. То есть оттенок абсолютно не важен. Нет. Я бы не сказал. Важно. От людей, которые тебя... для кого ты пошутил? Ты же не пошутишь черно при... При больных. На корпоративе. Грубо говоря, да. Пришел на там какой-то благотворительный вечер, где идет сбор, но, естественно, это должно быть уместно. Это если в своем кругу где-то, где можно что-то такое поговорить. Либо же мы вот выступали, ты помнишь Сергеич, парень, который выступал с ДЦП,
на сцене. Да, он классный автор, он и участник комедии, и в авторской команде участвовал. И мы как-то с ним сдружились на сочинских фестивалях. Это человек с он с такой огромной самоиронией. самоиронией. Он шутит про свои болезни, про свои болячки. Он говорит, что, вот, к примеру, там что-то из его шуток было. Меня часто зовут на свадьбу, где надо отвлечь внимание. Ну, конечно, кто будет смотреть на невесту, которая там на 8-м месяце, когда здесь такой ведущий. У него, ну, уровень самоиронии. Но Это вот как ты вышел и пошутил про лысину, и двое людей в зале лысых не обиделись. А если я выйду пошучу про лысину, ну, чуть-чуть Это как- жестковато. да, будет это как непонятно Нига от меня. назовет Нигу Нигой. Но если белый назовет Нигу, то все. Максимально толерантно. Вот эти вот наши этические или моральные нормы, да, насколько они, опять же, сужают это пространство? Вот это вот ваша хуманная революция, ну, я Но после слышала- хуманной революции Ужасный стало ролик. понятно, что вот мир поделился на две половины. Ну, не на половины, которые делят экватор как-то, а на тех, кто моет попу, и на тех, кто не моет попу. Это И- отвратительно. И в при- Да что отвратительно, зачем ты мы сам там снимали? участвовал там. Точно. Это Это восхитительно. восхитительный ролик. На самом деле, вот Зачем? Вот у меня вопрос просто. Для чего? Какой смысл? Там какой-то тайный, закрытый, непонятный для всех? я вам скажу так. Два человека, которые связаны, это те, у кого я спросил. Два человека, которые так или иначе связаны и обладают знаниями относительно религии, они мне сказали, что это шикарный ролик, который показывает, насколько чистоплотный народ крымских татар. Обучающий еще. Да, я же просто провел параллель с тем, что изначально был ролик, где передавали мыло. Челлендж. Челлендж был, да. Затем передавали салфетки, Я знаю. затем Передай передавали Хаве. туалетную бумагу. Не пьет. Я, кстати, хаве не пью. Друзья, когда я к вам прихожу в гости, хаве мне не предлагайте. Лучше предлагайте кусок мяса. Так, Хуманная революция. хуманная революция. Вернемся к этому. Передавали салфетки, а затем был ряд роликов, где звезды эстрады передают друг другу туалетную бумагу, сидя голой попой на унитазе. Бумага. Мы же не голые были, да? Нет. Да. Бумага, голая попа на унитазе. И все смотрят, все лайкают, куча просмотров. Все, нормально. Мы же сделали как? Вы Мы сделали сделали, что максимально крымские татары красиво, да, прикрыто. все в костюмах, не просто прикрыты. Все классно одеты. Значит, крымские татары могут позволить себе дорогой, хороший костюм. Раз, если вдруг Скрытая нужен, реклама. кстати, обращайтесь. Скрытая Я знаю, где реклама. можно купить. Все в костюмах. Никто не сидит с открытым овратом. Второй момент. Мы Это о показали... высокой морали, да? Да, мы показали Это то, высокоморальный ролик. да, и высокоинтеллектуальный, его надо понять. И мы показали то, Мир еще не готов. мы показали то, что мы соблюдаем гигиену. Ведь есть ряд людей, ну, есть люди, которые вообще не знают, что можно так. Для них это шок. Как это? Да ну вы что? А по сути это же правильно. Это и для здоровья, и для гигиены, и для всего это, со всех сторон это правильно. Даешь крымско-татарский одет во все дома, да? Да, да. А насчет обиды, я же говорил, да, что у нас любят критиковать. Но. Еще раз скажу, вот вы, По-моему, не возможно, не говорили. Вот у нас очень любят критиковать. Меня это ни в коем случае не зацепило, но люди, которые принимали участие в этом челлендже, многие, поймав негативный комментарий, сразу удалили. И была такая фраза: «Меня ж больше не закажут на мероприятие». Коммерция. Где-то, Сделала свое дело. где-то коммерция, да. А я говорю, ну и что? Мне говорят, удали, ты что? Мне в личку пишут. Мне пишут взрослые люди со скрытых аккаунтов. Да тебе не стыдно, у тебя вот здесь Даишка живет, у тебя вот здесь Эйнштейн рядом Я с нами возле него живет. стою. Он этот, вот ты его родственник, ему вот здесь вот все говорят за тебя. Да пусть говорят. Мне какая разница? Я вот такой вот человек. Мы готовы Если ломать нравится вам, стереотипы? если вам нравится Иса, вот он, пожалуйста. Вот настоящий Иса вот такой, который может снять про Куман, который скажет, что подмываться это правильно. Мы готовы ломать стереотипы? Конечно. Я считаю, что надо шутить и про стройку,
потому что это смешно для наших. Но и помимо этого мы должны шутить и на другие темы, вот даже как вьетнамочки, которые когда-нибудь появятся в эфире, я Мамочки, надеюсь. мне уже интересно, Суперкосмический что это ролик. там, Мне, да. знаешь, легендарный ролик. Знаешь, я чего переживаю? За что переживаю? То, что, возможно, этот ролик снимется, и степень ожидания увидеть там очень смешное что-то будет у людей больше, чем насколько Разочарование, это будет. да? Да, люди Я предлагаю разочаруются. пока его не снимать. Надо не снимать. Надо дать время, чтобы он остыл. Все-таки серьезные же мы люди, типа, вроде бы как, да? Поэтому Так серьезность в этом и проявляется, что ты должен Да я не пошутить. про хуманную революцию, Не- я уже к блицам Да, хочу перейти. продолжить. Не перебивайте. Мне, кстати, вот это вот, Багашлар, чуть-чуть времени займу. Мне, кстати, Да, вот вот это очень сильно не то, нравится. что перебивают, тебе не нравится всегда. Да. Когда мешают тебе что-то сказать. Нет, да? я знаешь, что хотел Ну, когда сказать? вот ты хочешь что-то сказать, и кто-то влез. Обычно это поводу- делаю я. Сегодня этим занимаетесь вы. Как-то вообще вы заходите не на Самодостаточные своем, гости. Да, самодостаточные. Скажи, Асан, пожалуйста. Я хотел сказать, что... Что я хотел сказать? Я Дорогу хотел сказать, вижу. что вот когда в социальных сетях выкладываешь какую-то элементарную шутку, на которую ты не рассчитываешь, обидно вот бывает. Вот ты вот, Шутка, на которую ты не рассчитываешь. ну ты просто ее Я снял. выведу это там, вот сюда в дорожку. опять. ты, да, ты Это вечером... неоднократно было, да? Ты вечером что-то придумал, снял, выложил в интернет. Ты там сидишь, ночами какой-то сценарий пишешь, там полный метр придумываешь себе комедию какую-то, пишешь там и стендап, и передачу пишешь, и это там тяжело-тяжело получается. Выкладываешь 10-20 секундный ролик какой-то на одну шутку поверхностную, там может быть второй, третий накрут, 30-40 тысяч просмотров, она залетает, рвань и все такое прочее. Обидно. Ну, опять пропорция обидно. про банальность и про качество. 3-4 дня готовишься, костюм подготовил, сценарий, Опять как говорит костюм, Асан. Ну вот максимальная подготовка, и действительно нету восприятия от людей. А здесь просто, я вот даже на своем примере, пацаны скидывают маску, где вот это лицо бомбиты, большие губы накачанные, и скидывают маску. Я просто беру эту маску и говорю, ничего натурального, там помидоры купила, вот везде селитра. Я закинул вот просто нереальный успех за 15-секундный... просмотров много, да. За 15-секундный сторис. Это просто... Я ехал в машине Потом в думаешь, магазин. люди, что вам нужно? Я ехал в машине в магазин, где продаются костюмы, и снял вот этот ролик. Да. И потом детям рассказываешь. Я в жизни совершал много ошибок. Врал, воровал, снимал ТикТок. И набирал вот такие просмотры балам. Да? Баба, а что ты сделал качественно? Я научил людей делать обдез. Ничего, баба. Ну, давайте тогда как-то вот нам надо красиво закончить, то есть финал должен быть красивым и Нет, не серьезным. пойдет. Я хотел как Получается. Джеки Чан. Он Не просто... получается. Я переживаю за нашего звукорежиссера. Это флешбеки у него просто из Да. прошлого. Давайте я вместо блицев предложу вам 3 тезиса, на которые попрошу у вас ответов таких коротких. Ответ должен быть лаконичных. серьезный. Да. Я не жду серьезности от вас. Я Главное, уже чтобы ничего не жду, Я да. уже ничего не жду, да. Родина это. Я не знаю, как будет наш оператор бегать между вами. Но... Родина — это Ватан. Ты просто перевел? Да. Ну, он же говорит, банальность всегда набирает больше лайков. Да. Асан Бей, ваша версия. Родина это. Родина – это то место, где ты хочешь находиться, где ты хочешь быть. Ну, для меня это, понятное дело, Крым. Я здесь родился, мне здесь комфортно. Родина – это, мне кажется, именно такой момент, это то место, которое тебя никогда не бросит, грубо говоря. Вот Ну, как бы мы это когда в странно ни поездке звучало. уезжали, да, ты договорил? Да. Ну, вы же Мы когда перебиваете. уезжали в поездке, в любые, я даже если отдыхать ехал, или в Сочи мы ездили на 2 недели, на 10-й день у меня колоссально менялось настроение, что мне нехватка Крыма не дает там нормально расслабиться и жить. Домой, Родина да. — это то место, откуда не хочется уезжать, где хочется быть, где хочется хочется что-то делать, возвращаться. развиваться, и где хочется, чтобы тебя похоронили. Ну, вы опять про черный юмор. Ну, Но не про черный юмор. Я, по сути, где бы, что бы ни сложилось, я бы хотел, чтобы нас всех это ждет. Это не черный юмор, это открытый юмор.
Я хочу, чтобы мои косточки, хсмет олса, Аллах хсмет этсе, были похоронены в Крыму. А где именно? Конкретно я тебе скину на карте геолокацию. Геолокацию. Закопайте там. А крымско-татарский патриотизм это? Это знание Патриотизм. своего языка, культуры. В первую очередь, наверное, я скажу, знание языка и чтобы дети наши знали язык, Вот, приучать. Вот да, у Асана в этом я твою плане... мысль хочу... Я вот это хотел сказать, что вот сейчас для меня, допустим, патриотизм это научить своих детей своей крымским культуре, татарином. своей истории, своему языку и любить Крым, вот, и показать ему максимально, кто такие крымские татары, научить и объяснить, что он тоже крымский татарин. Да, главное, И чтобы они вместо говорили «я». Я, 100%, да, но это еще отдельно фронт войны, это еще с супругой нам предстоит выяснить, да. Еще мне не нравится, когда патриотизм, он становится показушным немножечко. Ну, есть такое же. Ну, Сеньоля, это Показательный, вот немножечко прям вот чересчур. Иногда что бывает. значит быть крымским татарином или крымской Вот здесь татаркой? дополню, да, чуть-чуть, пока мысль не патриотизм? потерялась. Да, о патриотизме. Зачастую у нас в детстве, как это было обычно, куда-то приходишь. Ну, я так вырос в семье, возможно, невозможно, а вот в похожей семье, в которой сейчас растут дети Асана. У меня дома я выходил на улицу, чтобы поиграть с соседскими русскими детьми, и у них проскакивали татарские слова, потому что я не все знал на русском. Я забегал, баба, тырсек нас олачак русча, локоть балам. Я тырсек был кол, кол. Там локоть был, локотем ударил, это рука, штраф, футбол ойнаганда, да, вот мы вот так выражались. И когда я приходил в гости к другим ребятам, к моим же друзьям, у них карбабашки со мной говорили там на русском где-то, родители говорили на русском, а я отвечал на татарском. Ни в коем случае не простебывая то, что они не знают. И в этот момент отец, дед, кто бы ни был из взрослых, говорил своему внуку: «Мана, бакна солафете татарджа гузель, сосоли лафет поламай». Смотри, как он говорит красиво. Но это ведь проблема... В первую очередь в том, кто говорит, Перекладывание что... ответственности. Ну, так. Да, он перекладывает ответственность на ребенка за то, что не знает, а ты научи. Быть крымским татарином или крымской татаркой, что это значит? Во-первых, нужно гордиться, что ты крымский татарин, не забывать, потому что если ты крымский татарин, ну, здесь ничего не изменишь, ты не можешь пойти и переписаться, что ты... Это, ну, для меня, допустим, Это это очень... прозвучало как безысходность. Нет, ну да, прозвучало так, но я хотел сказать не это. Вы уже все сказали. Давайте вашу версию заносите. Договори. Нет, я уже промолчу. Быть крымским татарином – это значит оставаться человеком в первую очередь, потому что все мы люди. И где бы ты ни был, в каком бы ты месте ни был, ты должен понимать, если ты какая-то публичная личность, либо ты человек, который что-то сделал, а тебе могут сказать, вот, ну, к сожалению, мы живем в таком мире, где национальность имеет значение для людей, где скажут, вот аубала там, или вон тот пацан, или вон тот мужик. Что-то плохое совершили, крымские татары, что-то хорошее сделали, Иса Исмаилов. да, человек там... Крымчанин. С Крыма. Да. Мужик с Крыма сделал вот так. Хочется, чтобы где бы мы ни были, мы понимали, что за нами несется шлейф ответственности, где могут сказать, а вот крымские татары вот такие. По твоим хорошим поступкам, выезжая за территорию Крыма, могут сделать вывод о всем народе. И в первую очередь, наверное, надо оставаться человеком. А в нашей ситуации, вот конкретно в моей с Асаном, надо оставаться мужчиной. Сказал слово, ты должен его сдержать. Либо не говори. Мы будем надеяться, что наши шутки сегодня никого не обидели. Чох Сагунус, это был проект Меркес Горошкенджи.